Камбажап Цыбиков, буддист-паломник у святынь Тибета. Глава книги 15. Из Даши Хумбо в Лхасу. Часть 60. Шихадзе и Джанзе, как известно, принадлежат провинции Цзан. Жители этой провинции отличаются от уйских только небольшой разницей в языке. Главное занятие жителей обеих провинций одинаково – земледелие. А также одинаково и то, что большая часть мужчин посвящена в духовное звание. Но нам показалось, что процент духовных в Цзане меньше, чем в Уе. Как там, так и здесь одинаково управление и правосудие основано в значительной степени на взяточничестве. Одинаково и то, что в полевых и городских работах главной рабочей силой являются женщины. Они же занимаются и торговлей. Одинакова домашняя обстановка, одинакова и семейная жизнь. Большинство женщин за недостатком постоянных мужей ведут самостоятельное хозяйство, причем допускают себе полную свободу поведения, и иметь детей от знакомых мужчин не считается стыдом перед светом, а является обыденным и желательным. Костюмы мужчин и женщин в обеих провинциях одинаковые, но здешние женщины отличаются от уйских своими головными уборами. Головной убор цзанской женщины называется баго и состоит из ряда предметов. Первое. Дуги из двух тонких, гибких деревянных прутьев длиной около 1 аршина, обшитых вместе красной материей. Она прикрепляется к волосам двумя нижними концами около ушей, точь-в-точь, как дуга нашей конской упряжки в миниатюре, и составляет, так сказать, постоянную, неснимаемую часть, так как снимается лишь при причесывании волос, что делается не особенно часто. Второе. Длинного гибкого жгута, обшитого красным европейским сукном, во всю длину которого пришиты попеременно коралл, это шуру, и бирюза, ю. Середина этого жгута кладется на темя, затем он огибает снизу концы дуги, и оба конца его или соединяются на затылке, или же порознь прикрепляются к верху дуги. Это убор простого и бедного класса. У богатых же есть дополнительные украшения из следующих предметов. Третье. Второго жгута, также с кораллами и бирюзой, но более крупными или с пришитыми жемчужными нитями. Этот жгут спереди кладется поверх первого, но около ушей переходит под низ его, а концы соединяются на затылке. В таком случае концы первого жгута непременно прикрепляются к дуге. Четвертое. Третьего короткого негибкого жгута, к которому пришиваются особенно крупные ю, заделанные в серебро и кораллы. Один конец этого жгута прикрепляется к месту соединения концов второго жгута, а другой к середине дуги. Пятое. 2 лент из ниток, нанизанных жемчугом, у богатых настоящим, а у менее зажиточных поддельным. Одни концы их прикрепляются спереди к середине второго жгута, затем, обогнув дуги с боков, привязываются другими концами к середине третьего короткого жгута. Цзанские женщины не носят в ушах большие серьги, как уйские, но только очень маленькие колечки или вовсе ничего не носят. Пришлые камские женщины, служащие по большей части у китайцев наложницами или кухарками, носят одну косу, в которую вплетают черные нитки, доходящие до земли.
В ушах они носят большие кольцеобразные серьги, на руках серебряные или медные браслеты и кольца. Спутник мой еще более расхворался, и потому нужно было поскорее доставить его в Лхасу, где у него были знакомые и сородичи, которые могли за ним ухаживать. За розысками наемных лошадей мы потеряли 2 дня, пока, наконец, не удалось найти 3 лошади с платой по 20 тибетских монет до Лхасы. На этих лошадях с 2 пешими ямщиками мы 2 ноября выехали из Чжанцзе. Широкая долина реки, на которой стоит этот город, в верстах в 15 выше его, сильно суживается, и дорога идет по каменистому ущелью, часто переходя с одного берега реки на другой. После 11-часовой езды мы поздним вечером достигли места ночлега, назначенного нашими возчиками как раз там, где дорога меняет юго-восточное направление на восточное. 3 ноября двинулись в дальнейший путь в 3,5 часа ночи. На рассвете переваливали через хребет Карла. Подъем и спуск очень пологие, хотя абсолютная высота этого перевала, по-видимому, довольно велика. На горах подле перевала лежала масса снега, часть которого, без сомнения, вечная. Спустившись с перевала, мы вступили в узкую, почти пустынную долину Нанкар, или Наха под диких коз, которых здесь очень много. Недалеко от вершины Пади находится китайский станционный двор. К устью Пади это выходит широкой равниной и сливается с таковой же западного берега озера Ямдок. При выходе из Пади дорога направляется на северо-восток и идет к замку Нанкарце, миновав который мы заночевали после 12 часов езды за день. 4-го, обогнув северо-западную оконечность озера и миновав Байдэцзон, мы пошли по знакомым уже местам, перевалили через Ганбала и ночевали после 13-часового пути на правом берегу Цзанбочу на одном постоялом дворе. 5 ноября переправились на карбазах через Цзанбочу. Немного ниже места переправы прежде находился цепной мост для пешеходов, построенный, по преданию, Тантунханом или Тантунджалво. Легенда говорит, что этот хан был в чреве матери 60 лет и родился уже седым стариком. Для воздания благодарности матери, носившей его так долго, он построил много цепных мостов, из коих один находился здесь. В настоящее время видны только цепи, поддерживавшие его настилку. После 8-часового движения мы ночевали немного ближе Ньетана. 6 ноября после 8,5 часа езды прибыли в Лхасу. Далее следует глава 16. Поездка в Цзетан и Самьяй. Для ознакомления с историческими местами Тибета я задумал посетить 2 древних монастыря – Цзетан и Самьяй, находящиеся на реке Цзанбочу, ниже слияния ее с рекой Уй. Места, лежащие к востоку и югу от этого слияния, принято называть Лхоха. Туда ходят из Лхасы довольно часто местные лодки кожаные, которыми я и воспользовался для путешествия. Лодки эти имеют остов из густых палок, на которые натянуты сшитые вместе шкуры 4 яков. Швы замазываются изнутри пшеничной мукой, смешанной с кровью свиньи. Длина такой лодки бывает около 1,5 саженей, а ширина
около 2,5 аршина, в кормовой части, в носовой же немного уже. Багаж и пассажиры располагаются на дне в кормовой части. Гребец один на лодку садится на носу и гребет 2 веслами, обратившись лицом к корме. Мы наняли места в одной из таких лодок за плату по 3 монеты с человека до дзетана. Я взял с собой 2 спутников переводчика и 1 монгола для услуг в пути и несения багажа в обратный путь. 19 апреля 1901 года мы сели в лодку против города Лхасы и поплыли вниз по Уйчу. Лодка идет очень тихо, хотя трудолюбивый тибетец гребет непрерывно, затягивая заунывную песню. Идем, по-видимому, около 4 верст в час, так как мы ехали все время днем и ночью, останавливаясь лишь для выхода на берег для чаепития, обедов и других надобностей. Гребец же греб неравномерно, не говоря уже о том, что он ночью спал, оставив лодку на произвол течения, то определить точно расстояние пути мне не удалось, хотя, впрочем, я не пытался этого сделать. Часто лодка садилась на мель, и тогда лодочник сам слезал в воду и сталкивал лодку с мели, причем в более трудных случаях моим спутникам приходилось тоже слезать в воду и помогать гребцу. 20 апреля в 9:30 утра, после 18,5 часа плавания от Лхасы, мы прибыли к замку Гонгардзон, находящемуся на правом берегу реки Цзанбо, немного ниже соединения с ней Уя. Этот замок, с которым не следует смешивать Донгхардзона, стоящего гораздо ближе к Лхасе, по-видимому, в старину представлял довольно красивое и большое строение на скалистом горном носу, но ныне подвергся участи большинства старинных замков Тибета и находится в полуразрушенном и заброшенном виде. Берега реки почти всюду песчаные, а потому редко населены, и селения находятся лишь в боковых падях. Река течет между гор, ближе к левобережным горам. Ночью мы прошли мимо монастыря Дорджедани, принадлежащего красношапочной секте Ньинма, находящегося на левом берегу реки. 21-го прибыли после 25,5 часа плавания от Гонгардзона к деревне, расположенной немного выше монастыря Самьяй. Конец 60-й части.